В Хангаласском Улусе отметили юбилей сразу две долгожительницы. Одной исполнилось 90 лет, вторая перешагнула 100-летний рубеж. В чем их секрет долголетия, выясняла наш корреспондент Виолетта Засимова. Татьяна Гурьева родилась в селе Титары. Будучи подростком, начала трудовую деятельность в колхозе. В 1949 году переехала в Покровск, вышла замуж, работала в кирпичном заводе, пекарне, столовой Покровского сельпо. Родила 6 детей. Сейчас у нее насчитывается более 40 внуков и правнуков. К своему почти вековому возрасту Татьяна Афанасьевна сохранила живость ума и самостоятельно справляется с домашними делами. К своему 90-летию она стала обладателем серебряного знака долгожителя ИТКСАС, который был учрежден в Улусе 4 года назад. Знак долгожителя Хангаласского Улуса. Серебряный знак долгожителя. Следующей обладательницей почетного знака долгожителя ЮСАС, но уже республиканского значения и вручаемого на 100-летие, стала жительница села Ой Александра Сидорова. В Хангаласский Улус она переехала с соседнего Мегино-Кангаласского Улуса совсем молодой девушкой в возрасте 20 лет и вышла замуж за мужчину с уже 3 детьми. В Мегино-Кангаласском, когда молодая была, она говорила, что первые выборы она проводила, сталинские, которые 1936 года. Вот она была там активисткой, то все бегала, там агитировала. Очень строго было, говорит, эти выборы первые. В жизни Александры Павловны было многое. Война, тяжелый труд в колхозе, инвалидность по зрению, потеря мужа. Но сейчас она в окружении любящих ее сыновей, дочерей и множества внуков и правнуков. Например, в этом году, в 2019 году, мы наметили уже 18 человек, которые должны будут получить. А в январе месяце, в начале этого года, это уже второй случай по нашей республике. 3 января 100 лет исполнилось в Намском районе бабушки, и вот Александра Павловна в Хангаласском районе. Что касается серебряного знака долгожителя ИТКСАС, то нынче планируется вручить его 10 старейшим жителям Улуса, достигшим возраста 90 лет. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус.